Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Сотрудники столичной полиции проводят всероссийскую акцию «Студенческий десант». С 22 января в Якутске стартовала всероссийская акция «Студенческий десант». Задача акции – ознакомить население, в основном молодежь, с правилами вступления в добровольные народные дружины. У нас со вчерашнего дня началась общероссийская акция «Студенческий десант». Мы встречаемся уже второй день подряд со всеми студентами учебных заведений. Общаемся с ними по профориентационной работе и по народным дружинам. Хотим немножко рассказать, что это такое. Вспомнить, наверное, советское время доброе, когда были народные дружины. Вы, наверное, этого не застали. В свое время это была очень хорошая школа. Оттуда подпитывалась вся советская милиция достойными ребятами. И они служили достойно. Сейчас многие ушли уже на пенсию. Пенсионеры МВД. Все они заслуженные работники. Руководители подразделений МВД по Республике Саха-Якутия и столичного управления полиции встретились со студентами высших и средних учебных заведений. Я остановлюсь более подробно на федеральном законе номер 44, который вступил в законную силу 2 апреля 2014 года. Называется он «Участие граждан в охране общественного порядка». То есть, простыми словами, ДНД. Во-первых, это является добровольным началом, так скажем, добровольной народной дружины. То есть на общественных началах никто не вас не заставляет, не заставляет. Все происходит, так скажем, по поводу прав дружинников, обязанностей. В дружине, конечно, естественно, должен быть гражданин Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, несудимым ранее, также не привлекаемым по административным статьям. Дружинник, помощник полицейского в данное время уже. У нас, допустим, по нашему отделу полиции, по первому отделу полиции, территория обслуживания, где находится ваше учебное заведение, 2 формирования добровольных народных дружин. Уже это из учебных заведений, в смысле. Это БГУЭП, который находится на Вилюйском тракте, и ЕГСХ по Северянскому шоссе. Данные граждане нам помогают, скажем, предотвращать правонарушения административные на территории нашего отдела, дежурят, патрулируют с участковыми. Запланирована стажировка дружинников, а также экскурсии в музей МВД и в межмуниципальное управление МВД России Якутска, организация совместных матчей по волейболу и мини-футболу, проведение брейрингов среди студентов высших учебных заведений. В настоящее время в городе Якутске работает 94 внештатных сотрудника, сформировано 9 добровольных дружин, в составе которых числится 120 человек. Все желающие оказать добровольную помощь полиции на общественных началах могут обращаться в межмуниципальное управление полиции по адресу Якутская, 2. Столичные полицейские несли службу по охране купели на Крещении Господня. Был зафиксирован только один случай нарушения общественного порядка. 18 января сотрудники полиции совместно с представителями добровольных студенческих дружин несли службу по охране общественного порядка у купели на праздновании Крещения Господня. Мероприятие прошло без особых происшествий, но все-таки нашлись граждане, которые, злоупотребив спиртными напитками, испортили праздник как себе, так и окружающим. Сотрудники осуществляли досмотр граждан, направляющихся в купель. Мера предосторожности совсем не лишняя, учитывая угрозу противоправных деяний в местах массового пребывания людей. Внимание полицейских привлекла троица мужчин, которые не твердо стояли на ногах. Им настоятельно порекомендовали не ходить к проруби. Однако одурманенные алкоголем граждане не могли адекватно воспринимать происходящее. Сначала они вступили с полицейскими в словесную перепалку, а затем попытались перейти в рукопашную. Все, давай. А что случилось? Дядя прокурор. Дядя прокурор. Дядя прокурор. Руку назад. Я журналист. Руку второй назад.
И пьяные пришли. Мы хотели им замечание сделать, чтобы они не заходили в купель. Но они начали огрызаться, получается. На замечание не реагировали. И начали оскорблять сотрудников полиции. На предложение пройти в палатку они категорически отказались в грубой форме. Пришлось применить физическую силу, чтобы задержать данных граждан. Сиди пока, пускай полежит. Сейчас она доставлена будет в дежурную часть для оформления протокола. Во второй городской? Первый? Нет, в первый. Бывший. Например, почему ты так говоришь, например, да? Например, да? Наши поведение ладно, Да. Şu bağlar Takaları da Talibanları tutar Şu bağlar Onu tutman Hatta Даже находясь в конвейере патрульной машины, задержанные требовали, чтобы их отпустили купаться, и возмущались, что полицейские якобы помешали осуществлению их благих намерений окунуться в освященные купели. О том, что, пребывая в нетрезвом, агрессивном состоянии, мужчины представляли опасность для других граждан, а также о том, что, окунувшись в ледяную воду, в таком состоянии можно потерять координацию и утонуть, дебоширы, конечно, не подумали. Все они были доставлены в столичное управление полиции, бывший первый городской отдел, и привлечены к административной ответственности. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 2 раскрыта крупная кража из магазинов «Связной» и «Евросеть». На пульт оператора 02 поступило сообщение от владельцев магазина «Связной», расположенный по адресу проспект Ленина, 14, о том, что путем разбития стекла в магазин проникло неустановленное лицо и похитило планшетные компьютеры iPad в количестве 5 штук. В ходе УРМ установлен молодой человек, который признался в совершении данного преступления. Также он признался в совершении еще одного преступления, а именно он проник в магазин «Евросеть» по проспекту Ленина, 23А, где также путем разбития стекла проник в магазин и похитил сотовый телефон. Данное преступление молодой человек совершил, находясь под следствием, а именно по факту ряда краж велосипедов. В настоящее время данный гражданин находится под стражей, ведется следствие. Оперативники 2-го городского отдела полиции задержали злоумышленника, который похитил крупную сумму денег у пожилого человека. Мужчина находился в розыске по подозрению в хищении обуви из магазина «Миадонна» в торговом центре «Айсберг». Там он надел ботинки и ушел, не расплатившись. Оказалось, что эта кража была не единственной. Злоумышленник регулярно промышлял в людных местах, в том числе в районе автовокзала. Там он и присмотрел пожилого человека с кожаной сумкой типа портфеля. Дедушка ожидал рейсовый автобус, а сумку бережно прижимал к себе. Злоумышленник смекнул, что там должно быть что-то ценное, присел рядом и, улучив момент, когда пожилой человек отвлекся, похитил ее и скрылся. Потирая руки от радости, он раскрыл портфель и увидел 50 тысяч рублей. Однако радовался он недолго, потому что буквально на следующий день был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мы связались с оперативниками по телефону и узнали хронологию событий. На днях оперативниками 2-го отдела полиции было вскрыто преступление. Так, 13 января 2015 года в зале ожидания автовокзала совершена кража портфеля, в котором находились денежные средства, около 50 тысяч рублей и личные документы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что лицо, совершившее данное преступление, скрывается в одном из домов города Якутска. И вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 80-го года рождения. Благодаря быстро слаженной работе, часть похищенных денег и портфель
документами были изъяты. Было установлено, что данный гражданин совершил кражу имущества из торгового центра «Айсберг» в ноябре 2014 года. Нам стало известно, что дедушка, у которого похитил портфель злоумышленник, что этот дедушка скончался от переживаний, сердце не выдержало. Это правда? Да, это правда. От переживаний человек преклонного возраста умер. Скончался в больнице. Скажите, а вот этот задержанный, он сейчас находится под арестом? Задержанный Латыпов находится под арестом. Ведется расследование по уголовным делам. 50 тысяч рублей для пенсионера – это огромная сумма, а украсть деньги у старика – поступок просто бесчеловечный. Мы надеемся на максимальное наказание для преступника, которое будет назначено по решению суда. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Отделом уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Якутска разыскивается Ватулин Андрей Александрович, 1965 года рождения, уроженец города Якутска. При обнаружении данного гражданина просим сообщить по телефонам 8924 177 03 77 или 8968 150 82 28. En бүгін меген кытары, қампытын кырдалын әнеме, ән меха бетін бір тылы, әйегін тапты бүлде беті. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ, әйеха бәті қәбіппін, бір тылы доғыру. Аты бар туранын оғану, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппәді қәбіппін, бір тылы доғыру. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппәді қәбіппін, бір тылы доғыру.